Здравствуйте! Приветствую всех, кто решил посмотреть видеозапись с вечера памяти народного артиста СССР Бимбалата Заурбековича Ватаева. Этот вечер был проведен 15 марта 2014 года в новом музее, город Санкт-Петербург. Я хотела бы поблагодарить всех, кто помог мне осуществить идею данного мероприятия, кто помог воплотить мой замысел в жизнь. В первую очередь, художественного руководителя ансамбля осетинского танца «Иристон СПБ» Фатиму Алдатову, ведущую Мадину Базаеву, Зиту Мамитову, которая помогла мне с организационными вопросами, а также администрацию нового музея, которая приняла нас под свое крыло. Также мне хотелось бы заранее извиниться за не очень хорошее качество видеозаписи, за ее фрагментарность. Часть фрагментов, которые были утеряны при первичной записи во время вечера, будут показаны в записи, так что не удивляйтесь, если увидите и фрагменты, снятые уже в другом помещении, в другой обстановке. Желаю всем приятного просмотра. Вступительное слово произнесет Мадина. Встречаем. Добрый вечер, дорогие гости. Приветствую вас, пришедших на этот вечер, посвященный 75-летию со дня рождения выдающегося осетинского актера театра и кино Бимбалата Заурбековича Ватаева. Наверное, нет на земле осетину, который никогда бы не слышал о нем. Но Ватаев киноактер был известен не только в рамках Кавказского и Азиатского региона, но по всему Советскому Союзу и далеко за его пределами. Почему нам необходимо сегодня помнить о нем? Прежде всего, потому что он был настоящим патриотом, и в первую очередь в своих поступках. Он не бросил родной осетинский театр ради московской таганки, всегда стремился жить и работать на родине, несмотря на то, что в Средней Азии мог получить все, что желала его душа. Став вначале художественным руководителем родного театра, а затем и министром культуры, Любовь в первую очередь думал о людях и искусстве, а затем о себе. Он был прекрасным человеком, бесконечно добрым, веселым, щедрым как в духовном, так и в материальном плане. Очень любил своих друзей, которых у него было великое множество, ни об одном из них не умудрялся ни на секундочку забыть. И, конечно же, он был великим артистом. Многие известные актеры кино не могут играть в театре, потому что им не хватает игры чувств, выразительности. А великие театральные актеры могут невыразительно смотреться в кино. Бибо одинаково, талантливо воплощал образы своих героев как на подмостках, так и на экране. Этот удивительный человек родился 15 марта 1939 года в селе Новый Батаков, в обычной крестьянской семье. В июне 1941 года отец Бибо, Заурбек Гарбулаевич, и его родной брат Майрам были призваны на фронт. Дети Бибо и его младшая сестра Аза остались на попечении матери Тамары Караевой. Вскоре Заурбек Ватаев погиб. В 1945 году вернулся их дядя Майрам, участник легендарного парада Победы на Красной площади. Он помогал молодой вдове с детьми, но семье все равно жилось трудно и голодно. В возрасте 19 лет Ватаев приезжает в Орджоникидзе и поступает в вспомогательный театр Осетинского театра. Тогда же он знакомится с прославленным Володом Хусаевым. Через 2 года его, в числе подающей надежды театральной молодежи, отправили в Москву, в знаменитое Щукинское училище. Он попадает на курс к известному уже тогда Юрию Любимову, и через 5 лет в дипломном спектакле «Добрый человек» из сезона блестяще играет главную роль. В то время Любимов основал свой театр на Таганке и просил его остаться, играть главные роли в его спектаклях. Но Ватаев, не мысливший своей жизни вне родины, отказывается. Всю жизнь Любимов будет называть его отколовшейся глыбой. Юный выпускник «Щуки» возвращается домой и играет первую роль на осетинской сцене Таймураза из «Легенды о любви». Начинает сниматься в кино. Вскоре женится на сокурснице по Щукинскому училищу Лейле Гусиевой.
Ивлевой. В семье рождается дочь Зарина. Но в 1965 году он будет вынужден уйти с театра и уехать в Таджикистан. Там он встретился со своим крестным отцом в кино Бенисоном Кимягаровым. В эти годы он сыграл свои самые яркие и звездные роли Хасана Арбакеша из одноименного фильма, Хана Кончака из «Князя Игоря», Рустама из трилогии по мотивам эпоса Фирдоуси. Он вновь вступит в брак, на этот раз потомственной актрисой узбекского театра Светланой Карбаевой. В этой семье будут воспитывать двое детей. Сын Светланы от первого брака Джаник Файзиев, ныне очень известный режиссер и продюсер, и его брат Заурбек Батаев, который в профессиональной деятельности пошел по стопам старшего брата. Благодаря заступничеству одного из руководителей республики Белара Кабалоева, Бибо смог вернуться и в Осетию, и в родной театр. Он блистает на подмостках, понемногу осваивает режиссуру в театре и кино. В возрасте 36 лет он встречает любовь всей своей жизни, юную студентку исторического факультета Жанну Федоровну Хозиеву. Рассказ о них у нас еще впереди. Пока только скажем, что в этом браке у Ватаева родилось еще двое детей – Таймураз и Агунда. Творческая жизнь также бьет ключом. Роли, премии, награды, звания, а затем и должности. Сначала художественный руководитель родного театра, затем он занимает должность директора театра, сохраняя художественное руководство. Вершиной на этом поприще становится должность министра культуры Северной Осетии в 1994-1998 годах. На этом посту Бибо смог сделать многое, но главным было то, что он буквально спас культуру в это нелегкое время. Ни одна библиотека, ни один дом культуры в республике не были закрыты и в это чрезвычайно скудное время, и при таком низком финансировании. К сожалению, в этой должности ему пришлось столкнуться не только с безденежной разрухой, но с политическими махинациями, ложью, предательством. Его моральные страдания усугублялись и физически, начало беспокоить сердце. В атмосфере самой настоящей травли Бибо был снят с поста министра культуры. После этого он прожил еще 2 года, и 9 мая 2000 года, в день 55-летия Великой Победы, скоропостижно скончался во Владикавказе. Через несколько лет его именем были названы сразу 4 улицы. 2 во Владикавказе, 1 в Беслане и еще 1 в Родовом Гнезде, в селе Новоподарков. Памятные мероприятия, посвященные ему, регулярно проходят в Осетии и Москве. А сегодня мы рады приветствовать вас в первом таком подобном вечере в Санкт-Петербурге. Спасибо. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой музыкальный ролик. Двери открою, праздник устрою, в дом позову гостей. Выйду навстречу, чтобы весь вечер полон был дом друзей. Грани стирая, свечи сжигая, полночь в окно влетит. Жадно поманит, в омут затянет, голову закружит. Мне не сидится в тишине, без ночных звонков, без друзей и без врагов, шума из окна, разговоров до темна и ночей без сна. Дом, перевернутый вверх дном, где полно людей, мне уютней и теплей от того, что там круглый год по вечерам место есть друзьям. Звуки и краски
краски, лица и маски полночь смешает пусть. Света и тени, переплетенье, музыка, смех и грусть. Прежние годы, встречи, невзгоды, вас и в помине нет. Что-то вернется, что-то сотрется, что-то оставит след. А мне не сидится в тишине, без ночных звонков, без друзей и без врагов, шума из окна, разговоров до темна и ночей без сна. Дом, перевернутый вверх дном, где полно людей, мне уютней и теплей от того, что там круглый год по вечерам место есть друзьям. Мне не сидится в тишине, без ночных звонков, без друзей и без врагов, шума из окна, разговоров до темна и ночей без сна. Дом, перевернутый вверх дном, где полно людей, мне уютней и теплей от того, что там круглый год по вечерам место есть друзьям, моим друзьям. Сейчас я вам прочитаю стихотворение, посвященное народному артисту России Бенбулату Батаеву. Не подражаем Богу в Чермени, люблю Отелло, вверх на сцене, гремящий голоса раскат, а в зале браво, Бенбулат. И было целых два крыла, как у могучего орла. Одним искусство ты сложил, другим Осетия была. Неповторим ты был в Чермени, искрился ярко ты на сцене. Ты так отчаянно играл, ты чувства лучшие рождал. Ты бесподобен был в Чермени, артист в душе, с друзьями гений. Ты их безмерно уважал, народы в них соединял. Да, ты сыграл себя в Чермени, и духом тверд, и Бог на сцене. Ты рыцарь с трепетной душой, но как же рано ты ушел. Запомним мы тебя в Чермени, в кино запомним и на сцене. Загорел, как и твой герой, ты словно жил его судьбой, сложил свои крыло крыла, как у могучего орла. Одним искусству ты служил, другим Осетия была. Образ Чермена Дулатова – один из самых значительных в осетинской истории и культуры. А после написания Григорием Плигом пьесы «Чермен» одноименный спектакль не сводил со сцены Осетинского театра. Главного героя играли Болот Хавсаев, Александр Царукаев и позже Бенбулат Батаев. А когда в 1970 году режиссер Николай Свинишвили поставил на студии «Грузия» фильм с тем же названием, на роль Престола утвердили Хавсаева, а на Чермена Батаева. Сейчас мы предлагаем вам посмотреть несколько отрывков из этого замечательного фильма, который сегодня не утратил своей актуальности. Чермен, поднимись.
Ты звал меня, отец? Дополни рог. Налей себе. Сын мой, я не смог защитить тебя. А ведь ты знаешь, как Дако почитает старые законы наших предков. Я перед ними бессилен. Ах, Дако, Дако. Брат родной называется, одной грудью вскормленный. Ненавидит он тебя и меня. Не печалься, отец. Я не обижаюсь на тебя. Не печалься, не печалься. Знаю я твой характер, Чермен, знаю. Зато ты многого не знаешь. Знаю. Нет, сын мой, не знаешь ты ничего. Дако предупреждает царая, по какому ущелью бедняки поведут свой скот. Они в сговоре, Дако и царай. Они грабят, продают, потом награбленное делят между собой. Все они в сговоре, все. Так выходит, это был действительно Косай, я не ошибся. Что ты говоришь? Ты видел его в ущелье? Да, среди разбойников. А Дзиу тоже видел Косая? Да нет. Он был ранен. Они ведь тебе не поверят, а то я бы доказал людям, что Дако вор и разбойник. Боже, за что ты меня так наказал? А ты не знаешь. Чермен, подойди ко мне. Ближе, ближе. Здесь всюду зло. Зло и насилие, мой мальчик. Зло рождает зло. Не бросай камень в горах, он родит обвал. Пусть будут твоим оружием доброта и любовь. Да, мать, да. И когда Сарт может быть чище и выше самых знатных людей, ты никогда не убьешь человека, да, сынок? Да. Поклянись. Клянусь. Опомнись, Чермен! Голый вышел работать. Такого не бывало в Осетии. Да еще Алдарскую землю паш. Ты что, рехнулся? Ты думаешь, народ будет терпеть? С голоду погибать? У нас отобрали всю землю. Ни клочка беднякам не оставили. Где же справедливость? Нет, мы возьмем свое. Все равно перепашем. Что это? Они и мою землю пашут. Отец, Чермен?
будут прочитаны воспоминания Даниила Дотикова об Эмблате в Атаке. Добрый вечер, приветствую всех. Сейчас я прочитаю отрывок из воспоминаний Даниила Дотикова, к сожалению, несколько лет назад ушедшего из жизни. Сам автор Тамерлан заглавил эти воспоминания как «Белые розы из заброшенного сада». Но потом вы поймете почему. Я на всю жизнь остался благодарен ему за то, что он ввел меня в актерскую среду. Близко сошелся с Василием Лановым, Каха Капсадзе, Сашей Панкратовым Черным. Бибо несколько раз брал меня с собой на кинофестивале, и там я познакомился и подружился с известными в Советском Союзе, во всем мире, режиссерами. Увидел, как его почитают, любят в мире кино. Наш Бибо, говорили они с любовью. Особенно тепло к нему относился Борис Хмельницкий, который в дни похорон Бибо жил в моем доме. Я летал к нему в Ташкент, когда он там снимался, и видел, как они его там почитали, как полубога. Помню, однажды на улице к нему подошел обыкновенный житель города и говорит: «Бибо, я хочу пригласить тебя в гости. А ты скажи, когда и куда прийти. А вдруг не придешь? Давай я лучше дам тебе деньги, тогда я буду знать, что ты придешь». У нас в Осетии так не бывает. Гости за деньги не ходят. Наоборот, гость не должен прийти с пустыми руками. Я не верю, что сам Бибо ко мне пойдет. Я должен точно знать. Тогда бы я собрал бы всех своих знакомых, соседей. Куда бы он ни пришел, в государственное ли учреждение, на рынок ли, везде его встречали как самого желанного гостя. По базару вообще невозможно было ходить с ним. Вокруг него сразу же собиралась толпа. С ним старались пообщаться, чем-то одарить. Денег с него никто не хотел брать. Средние азиаты почитали его как общенационального героя. У него там осталось очень много друзей, и они, приезжая на отдых на Кавказ, чаще всего в Кисловодск, непременно звонили ему, а он мне, и говорил: «Поехали, Средняя Азия здесь». Он жил от одной такой встречи до другой. Однажды Борис Хмельницкий рассказал мне вот о таком случае. Часть фильма «Князь Игорь», в котором мы оба участвовали, снимали в степи. Утром мы приехали из города на место съемки и застали весь вспомогательный состав гримеров, осветителей, водителей и прочих в весьма мрачном настроении. Бибо поинтересовался, в чем дело. И ему объяснили, что второй день их не кормят, кончились бюджетные деньги на питание. Бибо, не раздумывая, обратился к директору фильма и попросил: «Вычтите из моего гонорара сколько нужно и накормите людей». В киношных кругах об этом узнали все, только и говорили о благородстве Бибо. У меня есть дом в Гизеле, и я там часто бываю с друзьями. Однажды во время одного из таких наездов кто-то пристал к Бибо: «Спой нам». Его поддержали еще несколько человек, в том числе и один из моих гизельских соседей. Он повернулся к нему и спросил: «Прошу прощения, ты где работаешь?» «Председателем колхоза в соседнем селе». «Тебе за работу платят?» «А как же, каждый месяц, я же все-таки главный над всеми, кто в колхозе». «А я артист, и мне платят за то, что я пою. Это моя профессия. Пожалуйста, соберите деньги, и я вам спою». Все, кто сидел за столом, достали кошельки, кинули перед Бибо кто 100 рублей, кто 50 рублей. Нас было человек 20, и денег набралось около 3000. Сумма немалая по тем временам. В то время в моем гизельском доме летом обычно жили мои городские соседи, муж и жена Дудаевы, которые там выращивали для себя овощи, картошку. Они накрывали нам стол. В тот самый момент, когда Бибо допел песню, эта женщина как раз внесла какое-то очередное блюдо. Бибо позвал ее к себе, поблагодарил за внимание и заботу и преподнес ей почетный бокал.
Женщина растерялась, занервничала, и Бибо пришел ей на выручку. «Не хотите или не можете выпить, передайте бокал кому-то, тому, кто, на ваш взгляд, достоин этого». Женщина почувствовала себя увереннее, повернулась к самому Бибо и протянула бокал ему. Бибо принял его, сказал все, что положено в этих случаях, и, взяв пачку денег со стола, набил им рюмку и протянул женщине. «А это наш бокал тебе». Другой случай. Я прилетел из Москвы и прямо из аэропорта отправился на дачу Уппи Бацазова. Он в тот день отмечал свой день рождения, меня там ждали. Когда я вошел, его жена преподнесла мне почетный бокал. У меня в кармане не оказалось мелких денег, и я положил в бокал крупную купюру. Бибо, увидев это, одолжил у сидящего рядом деньги и попросил женщину преподнести ему тоже бокал и положил туда больше, чем я. Затем повернулся ко мне. «Видишь, я все ж круче тебя». Утром следующего дня он позвонил мне. «Эй, что ты наделал? Верни мне мои деньги. У тебя их столько, что ты можешь разбрасывать ими во все стороны тысячами, а я не миллионер». Бибо, заняв высокое кресло, нисколько не изменился, остался таким же простым и доступным. Ничего от чиновника, одевался так же демократично, как обычно. Он и галстук впервые повязал, когда фотографировался на партбилетке. Это было в те дни, когда из партии стали сотнями выходить. Я ему тогда сказал, что его поступок напомнил мне о тех бойцах, которые в окопах Сталинграда перед боем вступали в партию. Он грустно улыбнулся. По-разному складывались его отношения с высоким начальством. Я знаю, он был вхож к Черномырдину, и он ему пообещал деньги на съемки задуманных им фильмов «Названные братья» и Авхардты Хасана. Прошу прощения, если неправильно что-то прочитал, я не знаю осетинского, к сожалению. Я был свидетелем его встречи с министром культуры России Михаилом Швыдким на ресторане на проспекте Мира. Там были еще Александр Засохов и его супруга. Когда вошел Бибо, Швыдкой вскочил и обнял его. Разговор, естественно, крутился вокруг проблем культуры, и Бибо посетовал, что денег не хватает ни на что. От себя добавлю, прошло 10 лет практически, больше гораздо. Ситуация, к сожалению, далеко не ушла от того. Хотел, поделился он, организовать с участием наших творческих коллективов турне Владикавказ, Тбилиси, Ереван, Баку. И таким образом тоже поддержать падающий интерес к культуре, но нет на это денег. Это поправимо, не дал ему закончить Швыдкой. Скажи только, сколько тебе нужно. 500 тысяч рублей, ответил Бибо, не задумываясь. После он сокрушался. Надо было больше попросить. Из первых лиц республики больше всех внимания уделял ему поэтически относившийся к нему Белах Кабалоев. Бибо много хорошего от него знал, но прежде всего был благодарен ему за то, что помог освободить его мать из-под ареста. Когда у Бибо появились деньги, он попросил Кабалоева посодействовать ему в приобретении автомашины «Москвич». Белах при нем позвонил председателю Совмина Цагараеву. «Сейчас к тебе придет наш Бибо, обязательно реши его вопрос». Бибо спустился с 3-го этажа на 2-й, зашел в приемную Цагараева, но там было столько народу, что он махнул рукой и ушел. Спустя 3 дня его неожиданно вызвали на съемки какого-то фильма в Среднюю Азию. Он там пробыл несколько месяцев, заработал еще денег, и когда вернулся домой, опять обратился к Кабалоеву, но теперь уже попросил «Жигули». Белак улыбнулся и позвонил Цагараеву. «Сейчас придет наш Бибо, и уж, пожалуйста, на этот раз обязательно выполни его просьбу. Не то, если он еще раз придет, то потребует нашу единственную чайку, а я не смогу ему отказать». Когда умер Савкудз Зарасов, на траурном митинге выступал Бибо. Как всегда, он говорил проникновенно, не избитые фразы, а идущие от сердца слова, и, как всегда, не мог сдержать слез. Когда мы с ним вышли из двора на улицу, к нам подошел Белак, пожал ему руку и, не выпуская его, глянул на него снизу вверх. «Бибо, дорогой, я тебя заклинаю, когда я умру, ты выступи там». «Обещаю тебе, отец», — грустно улыбнулся Бибо, «но когда еще это будет?» И обнял его. Сколько лет Белак пережил Бибо?
Когда Александр Засоков первый раз возглавил республику, он на бюро обкома партии предложил выделить ему «Волгу» по недорогой цене. Посмотрите, кто только не разъезжает на шикарных «Волгах». Начальники, буфетчики, завскладаки. Неужели мы не можем выделить «Волгу» нашему БИБО? Он так и сказал: нашему БИБО. К Засокову он относился с большим уважением, очень гордился, что тут представлял нашу страну в телемосте с американским президентом. Но когда он и Ахсарбек Галазов боролись за президентское кресло, и оба пригласили его в свои команды, БИБО отказал Засокову, поскольку на предыдущих выборах ходил в команду Галазова. Я не могу предать Ахсарбека. Засоков выиграл, и БИБО мне сказал: хоть бы он оставил меня министром. Если это случится, вот тебе моя рука, Тамик. Я на второй же день подам в отставку. Не хочу, чтобы меня выгоняли, потому что БИБО есть БИБО. БИБО должен идти сам, по собственному желанию. Когда умер Коста Берагов, президент был против того, чтобы его похоронили на Аллее Славы. А БИБО настаивал на том, что котик достоин того, чтобы покоиться рядом с лучшими сынами Осетии. Он даже предложил президенту: если мне самому положено место на этой почетной аллее, я уступаю его котику. Если надо, готов написать расписку. Убедил. Когда не стало самого БИБО, президент, не дожидаясь никаких обращений к нему, прислал в театр мэра города Шакалова. Пусть сами выберут место на аллее, где скажут, там похоронят его. БИБО есть БИБО. И выбор был сделан. Два односельчанина, два великих сына Осетии, Исса Плиев и БИБО Атаев покоятся рядом друг с другом. Мой друг очень любил цветы. Как-то незадолго до смерти он мне позвонил. Видел на окраине города в заброшенном саду отличные розы. Давай выкопаем их и посадим у себя. Жалко, пропадут они там. Теперь каждую весну в моем дворе распускаются и пышно цветут роскошные белые розы и напоминают мне о моем большом друге. Второй стал своеобразным прологом трилогии о Рустаме и первой из целой галереи созданных им портретов богатырей, ученых, правителей целых народов. Подробнее о съемках фильма нам расскажет студентка исторического факультета, исследователь этого фильма Наталья Бахова. Знаете, фильм-опера — это вообще в принципе априори интересный жанр. Его, наверное, интереснее смотреть, чем какой-либо другой фильм, потому что если вот смотришь обычный фильм, тебе может где-то не понравиться, допустим, картинка, там слишком скучная, например, да, или что-то еще. Какие-то моменты могут быть в фильме неинтересны. Но, на мой взгляд, в фильме опере таких моментов быть не может. Потому что если уж даже на экране что-то не очень такое подвижное, то в фильме опере в это же время даже будет звучать музыка. И музыка прекрасная, потому что фильм оперы в основном ставится по произведениям известных композиторов, которые уже стали хитами в театре. Для начала я бы хотела сказать несколько слов о развитии жанра фильм-опера в СССР. Поскольку у нас Советский Союз был в творческой изоляции от заграницы, поэтому за границей, конечно, тоже снимались фильмы-оперы, но в основном стоит в первую очередь рассматривать отечественную тенденцию. Первый, кого нужно назвать, это театр-оперный режиссер Вера Строева. Собственно говоря, она и не ставила фильмы оперы уже в таком классическом понимании. Это была деятельница культуры сталинской эпохи, которая просто снимала на пленку оперы, которые шли в Большом театре. А потом эти оперы показывались либо в кинотеатрах, либо по телевизору. Вера Строева, например, сняла сейчас мы сказали, что это телеверсия.
Надо, например, сняла телеверсию Хованщины или Бориса Годунова, например. Есть у нее и телеверсия «Князя Игоря». Вот весьма только любопытная. Этот фильм называется «Большой концерт». По сюжету группа колхозников приглашена в Большой театр на «Князя Игоря». И, значит, 40 минут фильма идет какие-то отрывки из «Князя Игоря», в основном такие хиты, как бы мы сейчас сказали. Ария Игоря, Ария Кончака, половецкие пляски, чуть-чуть от пролога, которым начинается опера. Затем колхозники приглашают солистов театра приехать к ним в гости в их колхоз. Солисты приезжают и слышат пение колхозницы Наташи Званцевой и ее друга. Говорят, что ребята, вам нужно непременно поступать в консерваторию. И Наташа Званцева и ее друг послушали совета, поступили в консерваторию. Дальше фильм уже все действие идет вокруг них. В финале показывают Наташу Званцеву, которая уже выпускница консерватории, прекрасно выступает на сцене. Значит, следующий этап после Веры Строевой – это 60-е годы. То есть, если Вера Строева – это сталинская эпоха, следующее – это 60-е годы. Режиссер Ленфильма Михаил Шапира. Он уже ставил классические фильмы оперы, то есть не телеверсию делал в театре, а выезжал на натуру, отдельно шились какие-то костюмы, которые в театре не используются, и он снимал, собственно. Он, например, снял оперу «Черевички», кинооперу «Черевички», или уже более поздняя его работа «Катерина Измайлова», например. Причем он ее снимал вместе с автором самой оперы Дмитрием Шостаковичем. Но Шапира был не то что крупный просчет, он скорее испугался того, что испугался приглашать в фильм драматических актеров. Он пригласил оперных певцов, более или менее подходящих по типажу, и, собственно, их и снимал на пленку. Но это все равно было не то, хотя бы потому, что те же самые в фильмах операх снимались достаточно уже прославленные люди. Им уже лет было, ну, как минимум лет 30, а в операх, в первоисточнике оперы, допустим, героине 16, там, герою 17, или как-то так. Поэтому напрашивалось явное несоответствие возраста, зачастую внешности. Бывало, что и фигуры, особенно у мужчин. По сюжету стройный молодой какой-нибудь воин, а на практике, скажем так, с большой фигурой прославленный оперный певец. Именно этот неудачный немножечко опыт черевичек Михаила Шапира немножко подтолкнул этот жанр дальше. Здесь следует сказать о современнике Михаила Шапира Романе Ефимаховиче Тихомирове. Это тоже оперный режиссер, он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию и по классу скрипки, и по классу режиссуры. Далее стал преподавать, восстановил уже закрытую к тому времени кафедру оперной режиссуры в консерватории. Но Роман Тихомиров был личностью чрезвычайно увлекающейся, и поэтому после приезда в Петербург, а он был из Саратова родом, он в Саратове учился в музыкальном училище, по приезде в Петербург Роман Тихомиров увлекся кино, как некой, может быть, новинкой. Сначала он на Ленфильме работал в качестве ассистентов разных режиссеров. То есть он кинематографического образования он не получал, он просто работал ассистентом режиссера, и вот по принципу учитель-ученик перенимал опыт съемок фильмов. Он так снял несколько фильмов как ассистент, и потом задумал перенести на экран оперу, причем чисто кинематографическим путем. У Романа Тихомирова за буквально одним-двумя исключениями
Играют одни люди, поют другие. Но это чрезвычайно сложно, потому что нужно совмещать оперную фонограмму до секундочки с артикуляцией актера, который петь оперу, естественно, не умеет. Это, конечно, было очень сложно, но Тихомиров не испугался. Его дебютный фильм был, он его снимал с большими проблемами. Руководство Ленфильма не понимало, зачем снимать фильм-оперу. Ну что, других фильмов, что ли, нет? Обычно. Это было, конечно, сложно. Но все-таки Тихомиров пробил и снял свою первую кинооперу, прекрасную вещь, Евгений Онегин. Значит, далее он практически сразу снял кинооперу «Пиковая дама». Затем у него был небольшой перерыв, в течение которого он снял кинооперетту, не оперу опять-таки, «Крепостная актриса». Это название фильма, первоисточник называется «Холопка», оперетта «Холопка». И далее Тихомиров вместе со своим другом и учителем, да, такое бывает, по крайней мере было тогда, Исааком Давыдовичем Гликманом, музыковедом из консерватории, решили снять что-то эпически масштабное. Сразу оговорюсь, Тихомиров снимал только на русские темы, на Ленфильме. Позже он снял две оперы на западноевропейском первоисточнике, но было это уже в другом месте, в другие года, при других совершенно условиях. И выбор Гликмана и Тихомирова пал на кинооперу «Князь Игорь». Произведение, как вы понимаете, очень масштабное, требующее огромного количества декораций на натуре, лошадей, шатров. Опять-таки терем Игоря надо было построить в натуральную величину, а не на сцене, конечно же, как на макете. Тихомиров все-таки трудностей не испугался и начал готовиться к съемкам. Значит, в 1965 году они начинают работу, подают заявку сначала на написание сценария. Сценарий они написали, но вот поставлен этот сценарий был только в 1969 году. Точнее, должен был быть поставлен в 1968 уже полностью готовый сценарий. Но тут произошла накладка. Все материалы тогда отправлялись в Москву на утверждение. Москва, ознакомившись с планом съемок, со сценарием, запретила снимать Половецкий стан в Средней Азии. Почему? Наверное, так уже особо никто и не узнает. Тем более, что это было достаточно логично. В сценарии были прописаны явления природы, которые встречаются в Средней Азии, например. В двух местах даже прописано, что герои идут по полю цветущих тюльпанов. Но так или иначе Тихомирову пришлось смириться, картину законсервировали. В 1969-м, наконец-таки, ее начали осуществлять. А до этого места съемок, хотелось бы кратко сказать, это в принципе была отдельная эпопея. Половецкий стан хотели снять в Средней Азии, комитет по кинематографии отказал. Выбрали новые места на юге Краснодарского края и под Тбилиси. Но там была проблема, не было ни одного характерного для русских пейзажей водоема, а им нужен был водоем, потому что если почитать историю, и город Путивль стоит на реке, и Половецкий стан тоже на реке находился, поэтому без водоема было, конечно, никак. Далее, значит, отменили эту натуру, решили, что туда не поедут. Дальше решили Половецкий стан снять под Керчью, где как раз сейчас и хорошие события происходят, а Путивль в Симферополе. Директор картины, который строил Путивль под Симферополем, когда он приехал, ему сказали, что здесь строить можно, но нужно отступить от воды столько-то метров, водоохранная зона. Директор картины их не послушал,
город выстоял на 60%, потом приехала санэпидстанция и запретила дальнейшее строительство и съемки. Группа была просто в безвыходном положении, и уже в крайней спешке утвердили не совсем, даже немножко удачное место для съемок Палаевского стана. Значит, это Бурятская республика, город Кяхта. Там когда-то проходил путь, по которому везли фарфор китайский в Россию. Кяхта это было неудачное место, потому что пейзажи совершенно не соответствовали тем, что прописано в сценарии. Никакой красоты не было, никакого поля тюльпанов ни на что уже рассчитывать не приходилось. Но выбора не было, потому что реквизит на Ленфильме не приготовили. А Кяхта – это пограничный город с Монголией, поэтому договорились с Монголией получить лошадей и шатры в аренду. Только так, собственно, и смогли снять Половецкий стан. Как писал в одной из газетных статей на Ленфильме, написал художник фильма, сочиняет, что хорошо, что юрты привезли монголы, а на наши юрты взглянуть тошно. Мешковина на еру просвечивает, расписаны они за углом плохо, и организационно они, в принципе, преследовали группу на каждом шагу. Это даже вот на некоторых сценах это, к сожалению, отразилось, как бы, особенно неорганизованность директора картины. Когда на Ленфильме узнали об этом, директора картины сняли с должности, прислали другого. Но все равно проблемы продолжались, начиная от того, что не вовремя заключен договор, не успели, декорации не поставлены, и все время в таком стрессе. Тиволь отсняли в Новгороде-Северском. Это не очень далеко от реального Путивля. Это бывшая когда-то в XII веке вотчина князя Игоря Северского. В Новгороде-Северском был выстроен целый город. Позже этот город за какую-то даже плату передали местным властям, чтобы они там водили экскурсии. Консультанту фильма тоже был очень известный, это Дмитрий Сергеевич Лихачев. По поводу актеров хотелось бы немножечко рассказать, тем более это будет интересно на этом вечере. На роль князя Игоря, в общем-то, исполнителя нашли быстро. Бориса Алексеевича Хмельницкого, актера театра на Таганке. С некоторыми русскими персонажами возникали какие-то проблемы, но так или иначе русских персонажей нашли. Роль Амура исполнил ученик Романа Иринаховича, который по национальности был киргизом. А вот оставшиеся три роли половцев — это хан Кончак, хан Зак и дочь Кончака. Значит, с ними тоже определенные моменты были. Бибо на роль Кончака утвердили практически сразу. Было сделано всего 5 проб. И при этом еще и далеко не все актеры хотя бы по возрасту подходили к этому герою. Ну, точного возраста в летописи, конечно же, нет. Приблизительно все равно вычисляется, скажем так. Поэтому трое даже по возрасту не подходили, а один проигрывал в актерском плане все-таки. У него шикарные фотографии, я очень жалею, что я не могу сейчас показать. Я могу сказать, что это 4 фотографии, это совершенно 4 разных человека, вот правда, с 4 разными характерами. То молодой, задорный, с горящими глазами, то такой Чингисхан, прям завоеватель. Значит, долго очень искали Кончакова, пока Бимбалак не посоветовал свою знакомую по Москве, Инверту Рузбеевну Маргоеву. Она училась в ГИТИСе на режиссерском, поэтому первоначально, когда искали актрису, похожую на Бибо, ее не заметили, потому что искали по актерским отделениям. Он ее порекомендовал на пробы, ее в итоге утвердили. Они внешне все-таки были чем-то похожи, что было важно. На роль Зака был актер Расмин Джабраилов, тоже актер театра на Таганке.
Но он сниматься не смог. В экстренном порядке Бибо позвал своего друга Бека Икаева, актера Осетинского театра. Поэтому тот факт, что в фильме снялись сразу трое осетин, это может быть дело случая. Можно сказать, что это заслуга Ватаева. Возможно. Еще хочется отдельно сказать такую вещь о том, как Тихомиров представил сам фильм. Дело в том, что в принципе в истории советского театра цензура, конечно, была в операх, но князь Игорь подвергся цензуре очень сильной. Из него просто вырезали все третье действие. Кто не знает, князь Игорь состоит из пролога и 4 действий. Вырезали третье действие. То есть получается как до половецких плясок, и потом Игорь непонятно как оказался в Путивле, и непонятно куда делся его сын. Об этом все как раз рассказывает третье действие. Тихомиров все-таки самые важные номера из третьего действия восстановил. На экране их можно будет увидеть. Что еще бы хотелось рассказать? Немножечко скажу о судьбах актеров, собственно говоря, уже после самого фильма. Энриетта Аргоева окончила ГИТИС, актрисой не стала. Она снялась еще в 2 фильмах осетинской студии. Это фильм «Костры на башне», она играет Заиру там. И многие знают, во всем виновата Залина. Главную героиню играет Маргоева. Потом она уезжала за границу, возвращалась, стала поэтом. Сейчас она член Союза писателей России, у нее выпущен сборник стихов, готовит сейчас 2-й. Что еще? Остальные актеры более или менее, кто более или менее известен, я их не буду перечислять. Борис Хмельницкий, Борис Токарев стали актерами действительно. Исполнитель роли Абула стал, как и хотел, театральным режиссером, это у него был такой проходящий актерский опыт. Маленбек Акаев продолжил играть в театре. Кинокарьера тоже у него была очень маленькая. Кстати, он играл эпизодическую роль и в «Чармэне» немного ранее. Надо сказать, что родственники Бориса Хмельницкого работают в Московском театре «Новая опера». Так вот, солисты «Новой оперы», когда смотрят этот фильм, всегда подходят к родственникам Хмельницкого и говорят: вот мы профессионалы, мы даже не видим, мы знаем, конечно, что за Хмельницкого поет дублер, но мы ни у одного из актеров не видим какой-то фальши. То есть если бы мы не знали, что это дублеры, мы бы считали, что это они сами поют классическим вокалом. И это отзывы солистов театра, в числе которых, кстати, замечательная звезда Акунда Пулаева, например. Это тоже ее отзыв был. Вот такой вот рассказ получился. Плохой, хороший, старалась. Спасибо. Сегодня мы услышали очень много об этом замечательном фильме. Поэтому предлагаем вам посмотреть несколько отрывков из него. В роли князя Игоря Борис Хмельницкий, в роли Кончака Любовь Ватаев, сын князя Игоря Владимир Борис Токарев, Кончаковна Эльбета Маргоева, Ахамза Мирбек Икаев. Смотрим.
играйте трубы. Свой край я должен. А средства нет другого. Быть может, то заря рассвета и для меня, и для Руси проглянет слово солнца радостного свет. Здоров ли, князь? Что приуныл ты, гость мой? Что ты так призадумался? Аль сети порвались, аль ястребы не злы, и с лету птицу не сбивают. Возьми мои и сеть скрипка, и ястребы надежны, да соколу по неволе не живется. Все пленником себя ты здесь считаешь, но разве ты живешь как пленник, а не гость мой? Ты ранен в битве при Каяле и взят с дружиной в плен. Мне отдано по руки, а у меня ты гость. Тебе почет у нас, как хану, все мое к твоим услугам. Сын с тобой, дружина тоже. Ты как хан здесь живешь, живешь ты так, как я. Сознайся, разве пленники так живут? Так ли? Нет, друг, нет, князь, ты здесь не пленник мой. Ты ведь гость у меня, дорогой. Знай, друг, верь мне, ты, князь, мне полюбился. За отвагу твою, да за удаль в бою, я уважаю тебя.
князь, ах, хозяин я твой, ты мне гость дорогой, так поведай же мне, чем же худо тебе, ты скажи мне. Хочешь, возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми булат заветный, меч дедов, немало вражьей крови, мечом я этим пролил, не раз в боях кровавых, ужас смерти сеял мой булат. Да, князь, все здесь, все халу здесь подвластно. Я грозою для всех был всегда. Я храбр, я смел, страха я не знаю. Все боятся меня, все трепещет кругом, а ты меня не боялся. Пощады ты не просил, князь. Ах, не врагом быть твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось быть. Ты поверь мне. Хочешь ли пленницу с моря дальнего тягу невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются, очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под темных бровей. Что ж молчишь ты? Если хочешь, любую из них выбирай. Спасибо, на добром слове, я на тебя обиды здесь не знаю, и рад бы сам вам тем же отплатить. А все ж в неволе не житья, ты плен когда-то сам изведал. Неволя, неволя, ну хочешь, отпущу тебя на родину домой. Дай только слово мне, что на меня меча ты не поднимешь, и мне дороги не заступишь. Нет, не гоже князю лгать, скажу тебе я прямо без утайки, такого слова я не дам. Лишь только дай ты мне свободу, полки я снова
тебя ударю вновь, тебе дорогу заступлю. И спичи Мамадона снова попытаюсь. Люблю, ты смел и правды не боишься. Я сам таков. Эх, когда б союзниками мы с тобою были, заполонили бы всю Русь, как два барса рыскали бы вместе, кровью вражьей вместе упивались. И все бы в страхе держали под пятой, чуть что, как на кол или голову долой. Так ли? Да не сговорчив ты. Пойдем. Этот шум, дочь моя, зачем ты здесь? Я зимою бежал, а ворон изменил, Левуха не достал, и вместе с ним лежал. Вот молодец, вот что! Сторожевых казнить, а княжича не трогать. Если сокол ко гнезду улетел, то мы соколика опутаем красной девицей. Вот тебе жена, Владимир, не род ты мой, а сядь желанный, немедля все снимай, тебе же идем на Русь, потом на Русь, побьем врага. Дорогие друзья, а сейчас мы вам предлагаем посмотреть видео исполнителя роли князя Галицкого. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте поприветствовать всех, кто пришел сегодня на этот памятный вечер Биболата Ватаева. И извиниться хочу перед вами. К сожалению, лично я не смогу присутствовать сегодня на вечере, потому что так обстоятельства сложились, что у меня параллельно спектакль в это же время, в 18 часов, под названием «Белые флаги», начинается на большой сцене молодежного театра. Вы знаете, вчера, когда я готовился к этому вечеру, а я, как человек профессиональный и прошедший театр, и кино, и эстраду, и даже документальное кино, привык готовиться всегда к встречам и что-то для себя набросать, чтобы не было лишней воды. А в данном случае,
что все-таки 45 лет с того времени, как мы познакомились с Бибо, как-то вложить в несколько абзацев, которые я хочу зачитать, поэтому заранее что-то стал набрасывать. Писалось легко, и очень быстро какая-то информация появилась у меня. Для того, чтобы проверить, я решил прочесть это моей жене. Она была знакома с Бибо и дружила с ним. И даже однажды он нас спас, нашу семью. Спас от того, что наша семья не развалилась. Вот такие качества у него были и ко всему прочему. Ну так вот, когда я начал читать то, что я написал, волнение мое поднялось до такого предела, что я не мог продолжать. Несколько раз я останавливался, потом все-таки закончил и с мокрым от слез лицом убежал в ванную, чтобы как-то прийти в себя. Вот то, что я сейчас написал, может быть, войдет в книгу о Бибо. Что-то. Во всяком случае, я сегодня хочу попробовать вам это прочесть. Может быть, у меня получится, и не будет таких эмоций. Вот что я написал. Приветствую всех, кто пришел сегодня на этот вечер памяти нашего прекрасного Бимбалата Заурбековича Батаева. Хотя для многих, особенно людей старшего возраста, он был просто Бибо. Это нежное отношение к человеку, которого любят, а любили его все, и у себя на родине, и далеко за ее пределами. И любить было за что. Очень красивый, очень мужественный, талантливый, обладающий неимоверной энергетикой, с открытой душой и огромным сердцем, которое было наполнено любовью ко всем. Моя память о Бибо возвращает меня в то прекрасное время, когда мы были молоды, счастливы, и жизнь нам казалась огромным праздником. В 1968 году на Ленфильме великий режиссер, поистине великий, Роман Тихомиров приступил к съемкам фильма оперы «Князь Игорь». На главные мужские роли были утверждены Борис Хмельницкий на роль князя Игоря, Бимбалат Ватаев на роль хана Кончака, Борис Токарев на роль Владимира, сына князя Игоря, и я, Александр Сластин, на роль князя Галицкого. Боря Хмельницкий, Бибо и я подружились сразу. И всю жизнь мы были верны нашей дружбе. Мы много работали, и поэтому наши встречи происходили там, куда заносила нас наша судьба. Зачастую это были Москва или Ленинград. Бибо звал меня в гости, во Владик, но я не решался, потому что видел, как мои коллеги возвращались из Владика после знаменитого осетинского гостеприимства. Им нужно было какое-то время прийти в себя. Я не мог позволить себе выйти из формы. Тогда Бибо появлялся в Ленинграде. Помню звонок и голос Бибо. «Я жду тебя в ресторане «Кавказский». Отправляюсь в «Кавказский». Поднимаюсь на второй этаж. Картина такая. Все столы сдвинуты в один длинный стол, который уставлен разной снедью. Во главе стола сидит Бибо. Один. Я спрашиваю, а где гости? Он говорит, придут. И все пришли. Через 23 года на студии Довженко
режиссер Григорий Кохан, который снял знаменитый фильм «Рожденная революцией», приступил к съемкам фильма «Бухта смерти». Меня утвердили на роль следователя, капитана Ленского. Я спросил, а кто из актеров будет играть Сашу, моего противника? Мне сказали, Бибо Ватаев. Счастью моему не было предела. Мы снимали в Крыму, в Фаросе, и целое лето были вместе. Потом развалился Союз, и мы общались только по телефону. Время было очень трудное. Как-то он передал мне фильм «Бухта смерти», пленки, и я ездил с ним на встречу со зрителем. Что-то платили за это. И это как-то спасало мою семью. Время было очень трудное, и Бибо помог. Прошли годы. Мне сообщили, что Бибо ушел в лучший мир. Меня это потрясло. Потом ушел Борис Хмельницкий. Ушел Виктор Степанов, который также был другом Бибо и моим. Ушла целая плеяда прекрасных актеров и друзей. Я иногда спрашиваю себя, почему они ушли, а я еще здесь? Ответ прост. Чтобы мы помнили о них, чтобы мы рассказывали о них. Я думаю, что главное в жизни человека не только создавать, но и оставить о себе светлую память. Память о Бибо велика. Вот у меня получилось, без слез. Спасибо вам за что? За все. Спасибо вам за все. Образ богатыря Рустама – вершина искусства Ватаева в кино. Трилогия по мотивам эпоса Фердоуси «Шахнаме» была снята на таджик-фильме режиссером Минсоном Кемибаровым, который уже снимал Бибо в главных ролях сразу в нескольких своих картинах. Этот фильм принес ему без преувеличения мировую известность и славу. Фильм демонстрировался в Советском Союзе, Европе, Америке и в странах Арабского Востока. В газетах и журналах выходили целые статьи, посвященные этому событию, а исполнителю главной роли была присуждена государственная премия Таджикской ССР имени Рудаки, а также вручен диплом в номинации «Лучшая мужская роль» на Панамском кинофестивале. И сейчас мы можем посмотреть один из фрагментов первого фильма «Сказание о Рустаме». Видение дивное. Кто ты? Ответь. Молчит, как песок, как зеленая ветвь чинары, как воды в пожаре зари, как звезды в ночи. Дочь моя, говори. Привет тебе, Витязь. Похожа твоя негромкая речь на журчание ручья. О, кто ты? Звезда? Или, может, луна? Или солнце? Как имя твое? Тахмина. Еще повтори. Тахмина. Тахмина. О, в мире под луном такая одна. Твердить твое имя я 1000 раз готов. Но каков, дева, цвет твоих глаз? Да, я разгляжу их. А, впрочем, постой. Хочу необычной твоей красотой, мой редкий цветок, насладиться сполна. Очей не подымет
послушна она. А все же каков цвет чудесных очей. Встревожена ты, но открой их. Ручей. Ты множество струй. Или струйка одна, но ты из ручья создана, Тахмина. Мой видишь, твой взгляд угрожает бедой. Была ты водой, снова станешь водой. А ты-то куда? Ты еще мне нужна. За плечи тебя и встряхнут их мина, и быстрый ручей потечет веселей. На землю ни капли, смотри, не пролей. А все же мне жалко расстаться с тобой. Прощай и прости, мой ручей голубой. Смотри, не пролей. Все же капля одна осталась. Не может быть вся Тахмина. Или часть Тахмины. Это даже страшней. Ресничка или ноготь. Но кончено с ней. История знакомства Бебо и его супруги Жанны Козелевой чрезвычайно необычна, поэтична и в какой-то мере символична. И лучше будет услышать о ней из первых уст. Сейчас будут прочитаны воспоминания Жанны Федоровны в обработке журналиста Юлии Золотаревой, опубликованные в журнале «Частная жизнь Владикавказа». 30 лет назад юная, очаровательная и никому неизвестная студентка исторического факультета САГУ Жанна Хазиева, будучи непрофессиональной актрисой, сыграла главную роль в фильме североосетинской киностудии «Ах, любовь». Дебют оказался удачным, и на следующий день после премьеры Жанна проснулась, что называется, знаменитой. Созданный на экране лирический образ милой, доброй девушки, как олицетворение женской красоты, верности и романтики любви, многим зрителям пришелся по вкусу и во многом оказался судьбоносным. И в жизни, как в фильме, Бог пошлет Жанне большую любовь, которую придется защищать, в том числе от общественного мнения. Как осторожно, как бережно надо обращаться с влюбленными, говорили авторы фильма. Подозрения, несправедливые упреки всегда оскорбительны. Но в жизни, к сожалению, бывает именно так. А начиналась эта история любви, как в кино. Бимбалат Ватаев и Жанна Хазиева были незнакомы, хотя жили в одном подъезде обычной многоэтажки. Они редко виделись, ибо актер Ватаев был в постоянных разъездах, снимался в кино, блистал на сцене, был в зените славы, сражая и разбивая обаянием таланта сердца сотен поклонниц. Как-то, после очередной командировки, Бимбалат Заурбекович возвращался к себе домой, как вдруг распахнулась дверь подъезда, и вышла хрупкая, стройная девушка.
Она поздоровалась со звездой и пошла своей дорогой. От нее исходили доброжелательность и сдержанность. Бибо признавался потом, что тогда будто что-то взорвалось у него в сердце. Знаете, как бывает, когда в человеке нравится буквально все, как выглядит, как говорит, как улыбается. В общем, влюбился он в Жанну с первого взгляда. Он сразу отметил природную скромность избранницы, редкую спутницу красоты, ее статность, и был слегка ошарашен. Ватаев не мог оторвать от Жанны глаз, испытав натиск чувств, названных французами «удар грома». Он понял, что наконец-то встретил девушку своей мечты. Вот уж поистине надо обойти весь свет, чтобы понять, что клад зарыт у порога твоего же дома. Ситуация сложилась таким образом, рассказывает Жанна, что Бибо собирался уезжать, ибо к этому толкали очередные неприятности в театре. Никто из друзей не хотел этого, в том числе Анатолий Дзываев, которому Ватаев признался: «Если хотите, чтобы я остался, засватайте мне эту девушку. Будет сделано», — с радостью ответил тот. Сразу поступило предложение. Я оказалась в прострации, была очень растеряна. Наверное, по меньшей мере должна была возмутиться, ведь для того времени между нами была колоссальная разница в возрасте – 15 лет. К моменту встречи с Жанной слава Бибо уже гремела на весь Советский Союз. К 36 годам он – миф, живая легенда. Актер, играющий главные мужские роли в театре и кино, в основном геройко-романтические. В те годы Ватаев всюду желанный гость. Толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его. Таков был фасад, а в сущности это была глубоко одинокая, страдающая душа. Прошлое тяготило, будущее не радовало, прожитые дни исчезали в водах медленно текущей леты. В дымке прошлого растаяли былые пиры с друзьями, веселые праздники, шумные застолья. Сердце требовало своего, покоя и счастья там, где миллионы людей уже нашли спасение от одиночества. Дважды до этого он уже примеривался к браку, но эти попытки оказывались неудачными. И только встретив Жанну, Бибо понял, для кого хранила его судьба. «Золотых гор не обещал», — рассказывает Жанна. «Я актер, жизнь может сложиться по-разному. У меня нет ни денег, ни власти, есть слава, от которой я только страдаю». Он уехал на съемки, а я поймала себя на мысли, что попалась, что влюблена по уши. У меня в разгаре сессия, а голова ничего не соображает. Выхожу на балкон, смотрю на звездное небо, и слезы катятся из глаз. Между тем события развивались стремительно. Город шумел, как разбуженный улей. Весть о новоиспеченной паре разлетелась по Владикавказу. Каждый считал своим долгом высказать мнение о нас. Мы стали мишенью для нападок. Я очень переживала, говорила ему, что не выдержу этого натиска. Он был непреклонен. «Я ничего ни у кого не ворую, все делаю открыто, я люблю, и пусть об этом знает весь мир». Письма писал, полные романтических чувств, объяснений. Я храню их до сих пор. Он окружил меня таким вниманием и добротой, что скоро я обо всем забыла. Мы сыграли свадьбу, и я стала его женой.
ансамбля Перестона Струве и Набязова Ярослав Кисиев, руководитель ансамбля Фатима Алдатова Савельева, хореограф Мадина Танделова. Наш вечер подходит к концу. Для произнесения заключительного слова приглашается один из организаторов сегодняшнего мероприятия – Наталья Бахова. В течение вечеров мероприятий обычно подходят итоги. Но так получилось, что можно сказать немножечко и о будущем, что несколько необычно для вечера памяти. Совсем скоро в интернет будет выложен ряд материалов. Авторская передача Ады Тамаева «Престиж», передача Ларисы Скаевой «Галерея женских портретов» Жанна Ватаева, некоторые фильмы, возможно, отрывки из спектаклей Осетинского театра. В этом году, в конце года, выходит второе издание, исправленное, дополненное книги Дамира Далгова «Любовь Ватаева глазами друзей», сборник воспоминаний. Сейчас его уже готовят. На этапе написания сценария и поиск источников финансирования проект документального фильма «Князь Игорь» для телеканала «Культура», который будет рассказывать как об истории создания оперы «Сам портрет Бородина», так и о съемках фильма оперы Романа Тихомирова. Вторую, если так можно выразиться, книгу о Бимбалате Ватаеве пишет его старший сын Заурбек. Как он сам говорит, я могу обещать одно, эта книга не будет грустной. Сроки пока, к сожалению, неизвестны. Отдельно хочется проанонсировать еще одно мероприятие, также посвященное 75-летию со дня рождения Бимбалата Ватаева. Через некоторое время состоится вечер под названием «Судьба артиста». На нем выступят друзья Бибо, живущие в нашем городе, Коста Бутаев и актер театра «Балтийский дом» Александр Сласин с воспоминаниями о нем и размышлениях о судьбе актеров театра и кино. К сожалению, мы пока не можем анонсировать ни место, ни точное время проведения мероприятия, поэтому всех заинтересованных отсылаем к официальной группе ВКонтакте. Группа называется «Бибо Ватаев», легко ищется через поиск контакта. Адрес www.com Бибо Ватаев, без пробела, без нижних подчеркиваний. Там будут опубликованы все анонсы. Что еще хотелось бы сказать? Наверное, такие прекрасные образы у Бибо получались не в последнюю очередь благодаря тому, что он к искусству относился все-таки не как к способу жизни, а как к священнодействию некому. Есть такая известная притча: на дороге 3 человека ворочали камни. Мимо шел путник и спросил первого: что ты делаешь? Горбачусь, ответил один. Что ты делаешь? Спросили второго. Деньги зарабатываю, ответил он. Подошли к третьему и спрашивают: а ты что делаешь? А тот человек посмотрел на небо и сказал: храм строю. Бимбалат был очень светлым человеком, наверное, еще и благодаря тому, что видел в каждом человеке, будь то мужчина или женщина, все только прекрасное. Можно сказать еще одну коротенькую историю на эту тему, точнее, все-таки притчу. Значит, остановились на дороге два знакомых между собой человека, стоят и разговаривают. Идет мимо пьяница и думает: вот 2 человека, не стесняясь, сговариваются, как бы в кабак сходить. А я чем хуже? Идет в кабак. Идет мимо другой человек и думает: вот 2 человека сговариваются средь бела дня на утехе. А я чем хуже? Идет, соответственно, по этому адресу, скажем так. Идет мимо праведника и думает: Идет мимо праведник и думает: вот 2 благочестивых человека среди мирской суеты нашли время остановиться и поговорить друг с другом. А я, грешный человек, второй день не могу навестить заболевшего соседа. И праведник пошел к соседу. А мы ведь так и не узнали, о чем на самом деле говорили те 2 знакомых людей на обочине дороги.
В заключение я предлагаю вам посмотреть несколько отрывков из кинофильма Исмаиля Шаова «Бибо». У меня все. Я надеюсь, этот вечер получился таким же радостным и светлым, как душа Бибо. Спасибо вам. Бимболат Ватаев, или Бибо, как его звали родные, друзья, коллеги, а в Осетии буквально все. Его нет с нами уже немало лет. Но спросите сегодня любого, кто был знаком с ним лично или видел его роли в театре и в кино, и ваш собеседник обязательно расскажет вам, какое огромное впечатление с первых же минут произвел на него этот актер и человек. И это, и другое с большой буквы. Ну, он действительно тот величина, гигант, который передо мной, вот мы читали много сказок, как о нартах, нартовские эпосы. Он 2 метра 7 сантиметров рост у него, за 120 килограмм вес. И с этим, со своим весом, с этим, со своим ростом, конечно, соответствовал и сердцу. Благородный, добрый, порядочный человек. Такой Бибо Ватаев, такой человек, он, я не знаю, из какого нартского эпоса, мне кажется, вот все, что в земле было, энергетики какой-то, да, вот он все это в себя вобрал. Говоря о высшей степени профессионального мастерства, мы, как правило, прибавляем к названию профессии определение «от Бога». Бибо был и актером от Бога, и человеком от Бога. Для него не существовало различий между жизнью и творчеством. Они были неразрывны, они были ипостасями его личности и могли умереть только одновременно. Так и случилось. Но осталась память о нем. Постепенно мы, люди, мельчаем не только в росте, но и душой мельчаем. Жалко, что таких людей не рождается ежегод, хотя на каждую нацию по одному человеку. Для вас критерием оценки мужчины, кавказского мужчины, что является? Ватаев. Порой кажется, что еще никто по-настоящему не проникся глубиной его жизни и творчества. И до сих пор знавшие его люди, вспоминая о нем, открывают для себя все новые и новые грани его личности. Бибо был солнечным, веселым и одновременно неуловимо трагичным, бесконечно добрым и щедрым душой, огромным по силе таланта и мощи обаяния человеком. Вокруг него всегда искрилась и бурлила жизнь. Он наделял всех своим жизнелюбием и стойкостью. И мы помним его только таким.